и заканчивать день перед сном. Вот эту гимнастику необходимо делать всем. И чем раньше вы своего ребенка приучите к этому, чем раньше вы себя приучите к этому, тем будет лучше для вашего позвоночника. Делается все очень просто. Ставите пятку на носок ноги и, поворачивая ноги в одну сторону, поворачиваете голову в другую. Все делаете медленно на выдохе. Не спешить, это очень и очень важно. И следить за своим дыханием. Это шикарнейшая возможность для тех, у кого есть протрузии или грыжи, или какие-либо проблемы с позвоночником. Нужно это делать. Только это спасло меня от адских болей. Я начал приседать за 200, делать тяги за 200. До этого, как вы видели уже в предыдущих видео, врачи меня просто убили до того, что я не мог ни сидеть, ни стоять, вообще ничего не делать без адских болей. И даже 7 самых сильных таблеток обезболивающих мне не помогали. Вот это движение следующее. Вы ставите пятку уже на колено согнутой ноги и также медленно все выполняете. Хочу обратить внимание на часто задаваемый вопрос. Нужно ли это делать, если у вас есть боли? Да, нужно, необходимо, никого не слушайте. Но с одной очень важной поправкой. Делайте это медленно, как я уже говорил, и только на ту амплитуду, при которой вам будет комфортно. Но обязательно делайте. Чем раньше вы начнете делать эту гимнастику, тем быстрее вы получите облегчение. Многие из вас почувствуют это уже после первого сеанса. Вот это движение уже чуть более сложное, и вы его можете начать делать после того, как начнутся у вас улучшения, как вы почувствуете, что боли потихонечку уходят. С прямыми ногами также не стоит начинать делать их сразу. Делайте первые два движения, когда пятка на носке и пятка на колене. К этим движениям переходите только уже когда почувствуете облегчение. Когда вы почувствуете уже серьезное облегчение, боли уйдут, переходите к следующему движению. Оно выполняется чуть более сложно с точки зрения координации, но оно очень полезно. Выполняя его, и нет у меня болей, я даже чувствую, как хрустят мои позвонки. После этого немножечко потянитесь и смотрите, как нужно укреплять пресс. А пресс укреплять необходимо так же, как и поясницу. Никаких дополнительных весов, никаких тренажеров, только скручивание. Обратите внимание, я не поднимаю корпус, это вредно для позвоночника. Именно скручивайте.